Более 700 таджикских студентов вернулось из Кыргызстана в Таджикистан. Комитет Сената США призвала власти Таджикистана наказать виновных в нападении на журналистов. Скончался Джалалидин Саидшоев, бывший телохранитель Саида Абдулло Нури. Глава таджикского МИД Сираджиддин Мухридин сообщил о приближении показателей товарооборота России и Таджикистана к отметке в $1 миллиард. 2 сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле. Более 700 таджикских студентов вернулись в Таджикистан из Кыргызстана для продолжения учебы. Об этом информагентство «Азия Плюс» сообщили в пресс-центре Министерства образования и науки Таджикистана. Источник сообщил, что большинство студентов старших курсов решили продолжить обучение в Государственном медицинском университете, Атлонском медицинском университете и Национальном университете Таджикистана. На сегодняшний день в министерство поступило более 700 письменных заявлений от таджикских студентов, которые обучались в высших профессиональных учебных заведениях Кыргызстана. Они были переведены в таджикские вузы на соответствующий курс и специальность, сказали в министерстве. В ведомстве также добавили, что есть случаи, когда студенты были приняты в таджикские вузы, но затем они снова уехали в Кыргызстан через третьи страны, чтобы продолжить там учебу. Почему они так поступили, в ведомстве не смогли объяснить. В Минобразовании сообщили, что ежедневно в министерство все еще поступают от 5 до 10 обращений от таджикских студентов, обучающихся в кыргызских вузах. Студенты, которые решили вернуться в Таджикистан, сделали это из-за трудностей с пересечением границ двух стран, которые закрыты уже почти 1,5 года. Комитет Сената США по международным отношениям призвал власти Таджикистана привлечь к ответственности виновных в нападении на журналистов радио «Зоди». В опубликованном в Твиттере 2 сентября заявлении Сенатского комитета говорится, что запугивание и нападение на журналистов неприемлемы. Таджикистан должен разрешить сотрудникам Радио Свободная Европа, Радио Свобода выполнять свой журналистский долг, свободно сообщать правду, говорится в заявлении. Ранее президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Джейми Флай 31 августа в письме президенту Таджикистана Эмомали Рахмону выразили протест против новой волны преследований и попыток препятствовать работе журналистов радио «Зоди». Джалалидин Саидшоев, бывший телохранитель главы комиссии национального примирения Саида Абдулло Нури, осужден на 23 года лишения свободы за участие в вооруженном мятеже под командованием генерала Абдухалима Назарзода, известного как Хаджи Халим, скончался 4 сентября 2022 года после хирургической операции в тюремной больнице. Ему было 50 лет. Об этом сообщил информированный источник, близкий Гуин Минюста Таджикистана. По его словам, операция вроде прошла успешно, но вскоре после нее Джалалидин Саидшоев внезапно скончался. Источник также сообщил, что тело Саидшоева уже передали его родным, и 5 сентября он будет похоронен в своем родном селе Кунджук сельского джемуата Нафароч под городом Истаравшан на севере Таджикистана. Глава таджикского МИД Сираджиддин Мухридин сообщил о приближении показателей товарооборота России и Таджикистана к отметке в $1 миллиард. По его данным, актуальный торговый объем превышает прошлогодний на 40%. За 8 месяцев текущего года объем взаимного товарооборота, по нашим данным, приблизился к отметке в $1 миллиард. Это более чем на 40% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил Мухридин перед началом встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным Московской мэрии, в 2021 году товарооборот между Москвой и Таджикистаном составил около $133 миллионов. По сравнению с 2020 годом импорт товаров из Таджикистана увеличился в 5,3 раза. 2 сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле, об этом сообщает МИД России. В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли 2 сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие, сообщили в ведомстве. Источник РИА Новости ранее заявил, что погиб дипломат и один из охранников дипмиссии. Собеседник РИА Новости сообщил, что при взрыве погибли и пострадали 15-20 человек.
Аль-Джазира в Твиттер со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщил, что 25 человек погибли и получили ранения в результате взрыва у посольства. МИД уточнил, что взрыв произошел около входа в консульский отдел посольства, его произвел неизвестный боевик.